Добрый вечер. Вы смотрите программу «Якутия Лайв». С вами Ирина Ефимова и Иван Луцкан. Сегодня мы поговорим о плановой медпомощи в республике. Тема актуальна вдвойне, ведь 2021 год в нашем регионе объявлен годом здоровья. Ну и мне особенно приятно вести этот сегодня эфир, потому что у моего соведущего день рождения. Спасибо большое, Ира, за поздравления. Но вернемся к теме нашего эфира. О восстановлении работы медучреждений в плановый режим в условиях ковида оно происходило поэтапно. Сегодня мы расскажем вам, в каком объеме сейчас пациенты могут получить различные услуги. Допустим, я могу смело рассказать на примере Республиканской офтальмологической клинической больницы. У нас сейчас в плановом объеме оказывается весь объем операций. К глубокому сожалению, единственное, мы сейчас ограничиваем количество пациентов, которые попадают в палату. Если раньше можно в палате было вчетвером лежать, то сейчас 2, 3 максимум человека, поэтому определенные ограничения все равно имеются, потому что возрастной контингент, который обычно обращается за медицинской помощью в офтальмологию, это как раз люди старшего возраста, и наша задача их сберечь. Но в то же время мы максимально в короткие сроки проводим оперативное лечение, чтобы поскорее выписать пациента, чтобы он не находился в наших стационарных условиях продолжительное время и не мог подхватить инфекцию. Ну и плюс к этому мы вакцинируем наших работников, поэтому риск заражения внутри значит, коллектива, он минимальный. Другой вопрос, что если только извне какой-то пациент недообследованный попадет и может заразить вокруг пациентов, которые с ним находились в палате. А пациентов вы берете с анализами? Мы берем с анализами, но надо понимать, что все равно есть инкубационный период у ковида, который не гарантирует там, стопроцентной защиты от того, что человек не находился в нем. Поэтому, безусловно, учитываем этот фактор, и пациентов, которые с неблагополучным эпиданамнезом, мы их все-таки стараемся изолировать предварительно, если особенно он на более длительное лечение, там, к тому же по глаукоме, например. Ну, естественно, если у пациента какие-то симптомы ОРВИ, вы его тоже не берете. Да, если симптомы ОРВИ, соответственно, мы уже дифференцируем. У нас до 2 марта работали ковидные койки, и там мы сразу могли уже госпитализировать человека. Сейчас в условиях того, что койки все-таки сокращаются, потому что и видно и по цифрам, количество ковидных больных уменьшается, актуальность них уже отпала, и мы направляем их на лечение или по месту жительства, или в стационар, в случае, если состояние его здоровья соответствует госпитализации в профильное учреждение. А так, если по плану положена операция на глаза, то... Да, ну, то есть надо направление по месту жительства, потому что надо понимать, что мы больница 3-го уровня, и к нам надо попадать не просто вот так, пришел поговорить. Пришел поговорить, это для этого есть другие учреждения системы здравоохранения. У нас все-таки оперативное лечение, к нам госпитализируется в стационар или на консультацию в сложных случаях, когда поликлинические учреждения не могут весь объем исследований провести у себя. Ну и неотложка у вас еще. Да, есть. неотложка есть, она работает круглосуточно, вот там без проблем можно прийти обратиться с любой проблемой и заболеванием глаза. Если у наших зрителей есть вопросы к Ивану или к другим гостям эфира, то задать их можно в прямом эфире по номеру телефона 8 141 12 42 14 39. Так, сегодня с нами на связи директор клинического центра Республиканской больницы номер 1 Национального центра медицины Альберт Иванович Васильев, а также исполняющий обязанности главного специалиста по терапии Министерства здравоохранения Республики Саха-Якутия Талин Гастина Таронова. Добрый вечер. Альберт Иванович, добрый вечер. Первый вопрос к вам. Здравствуйте. Один из самых частых вопросов у пациентов – это как попасть на лечение в Национальный центр медицины? Ну, вы знаете, я бы тоже хотел сказать, что ковид внес некоторые поправки в систему нашего здравоохранения. И вы знаете, что за 2020 год, несмотря на то, что мы открывали инфекционные отделения, инфекционные блоки, мы все же выполнили программу госгарантии, на которую мы ориентируемся на более-менее положенных цифрах 75-78%. Это по всем лечебным диагностическим центрам, их всего у нас 4, вы знаете. Это консультативно-диагностический центр, клинический центр, которым руковожу я, педиатрический центр и перинатальный центр. И 2 службы. Ну, конечно же, в настоящее время мы постепенно, вот как прежде сказали, постепенно возобновили и переходим, и пришли к тому, что начали выполнять весь объем операций, которые мы выполняли до ковида, в доковидный период. Вышли на, так сказать, если говорить словами пилотов, вышли на тот
высший эшелон. И на сегодня мы работаем в полном практически объеме. Вплоть до трансплантологической помощи уже начнем, наверное, и кардиохирургическая помощь. Самые сложные вот эти вот операции. Нейрохирургическая помощь тоже уже оказывается. А как к вам каким попасть? образом поступить? Да, Но у нас как поступать? пациенты у нас поступают по программе госгарантии, так как мы являемся больницей 3-го уровня, обязательно по направлению из медицинских учреждений, медицинских организаций и других, по направлению. Значит, несколько путей есть. Это через систему Медвед, если это пациенты из дальних районов, через систему направлений в клинико-консультативный отдел клинико-диагностического центра. Ну и самообращением тоже можно. И четвертый – это платные услуги, так называемые, да? Как люди поступают в ВКО. Это внебюджетный наш отдел. Значит, но на сегодняшний день мы еще от ковида не отошли, поэтому некоторые учреждения по приказу Министерства здравоохранения, некоторые отделения у нас работают в экстренном режиме. Это отделение терапии, во-первых, куда госпитализируются по скорой помощи пациенты с артериальной гипертензией, с анемией и внебольничной пневмонией, без ковида. Обязательно же без ковида. Это кардиологическое отделение, которое принимает пациентов с хронической сердечной недостаточностью, сложными нарушениями ритма, которым необходима стационарная помощь именно. И, возможно, даже и оперативная сразу помощь им оказывается в плане установки электрокардиостимуляторов, ну и другого лечения. Вот следующий вот вопрос у меня. Да, спасибо, Альберт Иванович. Да, следующий вопрос это Лине Константиновне. Диспансеризация. Много есть вопросов, ее, понятно, приостанавливали в условиях пандемии. Все-таки давайте определимся, что такое диспансеризация, для чего она нужна и где сейчас ее можно пройти. Добрый день, Иван. Что такое диспансеризация? Это, конечно, население на сегодняшний день, наверное, хорошо, довольно-таки распространенная вещь и очень хорошо интересует. Хотела бы немножко пояснить, что такое диспансеризация. Это комплекс мер, направленный на выявление хронических неинфекционных заболеваний на ранних стадиях, взятие их на диспансерный учет, то есть на наблюдение, да, и выявление также факторов, предрасполагающих к развитию этих хронических неинфекционных заболеваний. Ежегодно у нас население проходит, начиная с 18 лет, то есть как человек исполняет 18 лет, он согласно установленным возрастным категориям приказа Министерства здравоохранения 124-Н от 2019 года имеет право проходить на бесплатной основе диспансеризации и профосмотр взрослого населения. Если говорить о возрастах, это 18 и каждые 3 года. 18 плюс 3 года, получается 21, 24, 27 и так далее, до 39 лет и далее ежегодно. Возраста, которые не подпадают под категорию возрастов каждые 3 года, они могут проходить тоже на бесплатной основе, имея страховой полис обязательного медицинского страхования, профосмотры. Это тоже комплекс медицинских мероприятий, тоже на выявление тех же самых хронических неинфекционных заболеваний. Спасибо. Альберт Иванович, следующий вопрос вам. Как изменились требования в связи с пандемией? Что вы проверяете, какие анализы при поступлении и вообще в каком случае можно к вам попасть без направления? Я скажу кратко. Значит, на плановую госпитализацию мы обязательно требуем анализ ПЦР. Это 7 дней, чтобы его 7 дней прошло с момента его результата. И иммуноферментный анализ 3 дня. 3 дня это всего. Это на плановый прием. Ну и, естественно, направление со всеми остальными анализами до госпитального этапа.
Экстренный прием – это по скорой помощи к нам поступают, вот я уже сказал до этого, в отделение терапии и кардиологии по тем нозологиям, которые нам определены по приказу Министерства здравоохранения. Вот. Ну и самообращение, в общем-то, мы принимаем самообращением, но опять же тут мы все же должны соблюдать санитарно-эпидемический режим, и поэтому, конечно же, выгоднее положение у тех пациентов, у которых имеются анализы на ковид. Спасибо. Талина Константиновна, вопрос, связанный с также прохождением диспансеризации. Вы сказали про возраста, а вот про место прохождения диспансеризации. Можно ли это сделать в любой поликлинике или необходимо обращаться только по месту жительства? Ну, желательно, конечно, иметь прикрепление, каждый человек должен иметь прикрепление к медицинской организации. Зачем проводится вот этот профосмотр и диспансеризация? Для того, чтобы по месту жительства человек был взят на диспансерный учет, чтобы далее человек имел возможность наблюдаться в данной медицинской организации и желательно вообще наблюдаться у одного врача, в одной медицинской организации. Касательно вопроса, где может пройти, это проводит данные мероприятия первичное звено, то есть все медицинские организации, имеющие в своей структуре поликлиническое отделение и прикрепленное население, имеют право проводить диспансеризацию и профосмотры. Это врачебные амбулатории, фельдшерско-акушерские пункты, и также врачебные участки в центральных районных больницах, а также в поликлиниках медицинских организаций города Иркутска. Спасибо. Альберт Иванович, все-таки к вам можно поступить как-то без направления? Вот я знаю, что у вас есть также и неотложная помощь. Вот в каких случаях без направления вы все-таки можете взять пациента? Вы знаете, действительно, вот вопрос я несколько упустил. В экстренной помощи у нас еще и оказывает педиатрическая помощь. Вы знаете, что педиатрический центр у нас единственный, который оказывает и травматологию, и хирургию, и гнойную хирургию, и нейрохирургию. Поэтому туда поступают без направлений по скорой помощи. Значит, самообращением я еще раз скажу, что это не приветствуется, и, в общем-то, все равно придется пройти этап амбулаторно-поликлинического обслуживания и обследования. Это в любом случае, так как мы являемся больницей третьего уровня, оказывающей специализированную, в том числе высокотехнологичную медицинскую помощь. Поэтому вот эти обследования, они необходимы. Мы, вот как Иван до этого сказал, рутиной, просто вот как бы разговорами, анамнезом этим мы не занимаемся. Мы должны заняться оборотом койки. Больной быстро поступил, обследованный, мы его прооперировали, и он выписался в короткие сроки. Вот к чему мы стремимся. Поэтому самообращение, как вот не по скорой помощи, без поликлиники, без медицинского обследования до госпитального этапа, пациентов на плановые операции мы не принимаем. Спасибо. Айталина, вот вопрос, связанный опять же с диспансеризацией. Если у человека не было возможности пройти в 2020 году в свой срок, когда она ему полагалась, может ли он это сейчас сделать или только через уже процедуру профосмотра? Как я уже говорила, люди, которые не попадают по возрастам под диспансеризацию определенных групп взрослого населения, могут пройти профосмотры, то есть те же профилактические осмотры, но немножко он проводится в вооруженном режиме, потому что диспансеризация, она проводится в два этапа. То есть в первом этапе пациента проводит анкетирование, там клинические анализы, некоторые исследования и направляет его на дообследование, то есть на второй этап при необходимости дообследования. Профосмотры, конечно, включают практически те же самые мероприятия, клинический анализ, осмотр терапевта, но если даже при профосмотрах врач обнаружит какие-то отклонения от нормы, необходимые
исследования должны быть, то направляются, опять же, на дообследование, но уже не в рамках вот профосмотра, а как дальнейшее просто обследование пациента. Спасибо за подробное разъяснение. Надеемся, что в Госздоровье якутяне будут внимательнее относиться к собственному здоровью. А мы после короткой рекламы пообщаемся с главврачами 3 крупных медучреждений. Не переключайтесь. Вы смотрите программу «Якутия Лайв». С вами продолжаем вести эфир я, Иван Луцкан и Ирина Ефимова. Сегодня мы говорим о плановой медицинской помощи в республике. К нам уже подключились новые гости. Это главный врач медицинского центра города Якутска Рима Николаевна Яковлева, главный врач поликлиники номер 1, кандидат медицинских наук Алевтина Васильевна Эверстова и главный врач Якутской городской больницы номер 3 Светлана Николаевна Давыдова. Добрый вечер, коллеги, рад вас видеть. Добрый вечер, Иван Петрович. Добрый вечер. Добрый вечер. Я сейчас задам первый вопрос всем, а зрители видят номер, по которому можно позвонить, задать свой вопрос на экране. Вот, пожалуйста, по очереди каждому, да, как именно в вашем медучреждении записаться к терапевту или к узким специалистам? И кто из врачей принимает без направления от терапевта? Давайте, Рима Николаевна, с вас начнем. Ну, плановая помощь у нас оказывается в полном объеме на сегодняшний день. А к врачам-терапевтам можно записаться посредством подхода в регистратуру. Можно записаться через телефон горячей линии. Можно записаться по колл-центру по единому телефону 500-03. И основная же запись сейчас у нас производится посредством портала госуслуг, через который можно записаться к врачам-терапевтам и также к определенному количеству врачей-специалистов, таких как хирург, отоларинголог, проктолог, уролог, офтальмолог. К ним можно записаться, минуя, значит, терапевта непосредственно при обращении. А таким специалистам, как кардиолог и эндокринолог, обязательно нужно записываться через терапевта, потому что они должны пройти определенные какие-то исследования для того, чтобы попасть к этим врачам, чтобы потом повторно не пересдавать анализы. А на сегодняшний день у нас открыто расписание на 2 недели и доступная запись к врачам-терапевтам день в день. Врачам узким специалистам у нас доступная запись от 5 до 7 дней. Что соответствует программе, территориальной программе обязательного медицинского страхования. Спасибо, Рима Николаевна. Алевтина Васильевна, а как у вас в первой поликлинике? Добрый вечер. Ситуация такая же, у нас тоже 3 способа. Во-первых, через регистратуру, возможно подойти, либо точно пожилые пациенты подходить очно, записываться. Также через единый контакт-центр 31 90 93. Единый контакт-центр — это у нас многоканальная IP-телефония, где одновременно работает 12 операторов контакт-центра и всю исчерпывающую информацию дают. И также можно через госуслуги записаться. У нас в наших социальных сетях, странице Инстаграм, есть прямая ссылка на госуслуги для того, чтобы записаться. К терапевту пациента попадает день в день, а к остальным специалистам запись идет в течение 2 недель. Спасибо, Алевтина Васильевна. Светлана Николаевна. Добрый вечер, Иван Петрович, Ирина. Конечно, вот ситуация по организации плановой медицинской помощи, она как бы сегодня стоит остро. И вот то, что сейчас мои коллеги сказали, как идет запись, значит, пациентов на прием, точно такая же схема. Но плюсом у нас к этому еще идет обратный вызов врача на сайте нашей больницы. На сайте нашей больницы обратный вызов, как бы обратный звонок пациента, и там можно тоже записаться. Но еще единственным, наверное, отличием работы нашего учреждения является то, что мы в этом году, то есть в 2020 году реализовали проект «Поликлиника без регистратуры», и в рамках вот этого проекта по всей нашей больнице стоят порядка 15 информатов, через которые записываются, значит, наши пациенты на прием к докторам. И там расписание открыто на 2 недели вперед. И повторюсь, наверное, то, что сказали мои коллеги, это запись к терапевтам практически день в день, но есть определенные, значит, требования на прием к узким специалистам, которые должны пройти через прием врача
терапевта, это неврологи, кардиологи, эндокринологи, они попадают к этим узким специалистам через определенную систему, значит, обследования, а к таким докторам, как окулисты, лор, ну, острые такие состояния, хирурги, они попадают через запись, через прямую запись. Мгм. Спасибо большое, коллеги. Я вот позволю себе дополнить Римму Николаевну. Буквально 2 недели назад мы запустили там пилотный проект. Это филиал Республиканской офтальмологической клинической больницы. И к офтальмологу теперь можно записаться и через колл-центр нашей больницы. И Римма Николаевна любезно предоставила отдельное окно регистратуры, где может человек при самом обращении обратиться к офтальмологам, которые располагаются в медцентре города Якутск. Тоже плюс. Пандемия отступает, если нет явных симптомов ковида, но есть признаки ОРВИ. Нашим зрителям куда лучше, идти в больницу или лучше вызвать врача на дом? Как это сделать конкретно в вашем медучреждении, на что вы сейчас нацелены? Да, это каждый. Римма Николаевна. Ну, я отвечу. Ну, в общем, у нас есть конкретная маршрутизация по оказанию 8 пациентов с признаками ОРВИ. Значит, если у пациента температура выше 38 и выше 38, конечно же, ни о каком походе в поликлинику не может быть речи. Он вызывает, значит, врача. Мы не сказали еще, что для того, чтобы врача, у нас другие методы связи, такие как приложение медсеть, приложение вызов к врачу, по которому пациент может вызвать врача на дом. На сегодняшний день у нас по взрослой поликлинике в день до 200 вызовов. У нас есть 6 медицинских бригад, которые занимаются обслуживанием вызовов. Поэтому сегодня вполне справляется. Те пациенты, у которых признаки ОРВИ легкой степени, есть, допустим, просто насморк, кашель, боль в горле, но нет признаков высокой температуры, они приходят в поликлинику, но они не заходят в общий центральный вход, у них есть отдельный вход, при входе в поликлинику есть маршрутизация, они, значит, заходят по отдельному крылу, и там специально сидят врачи, которые принимают пациента с признаками ОРВИ. И там же сразу же происходит диагностика того же самого ОРВИ, берут снипы на грипп и также делают анализ на ковид. Потому что мы сегодня знаем, что каждый пациент с ОРВИ, он предположительно, вероятно, возможно, болен ковидом. Поэтому мы все это еще не прекращаем. Алевтина Васильевна, пожалуйста, теперь вы. Как у вас? По поводу... Хорошо, спасибо за вопрос. Дело в том, что режим повышенной готовности у нас в республике еще не отменен. Ковид еще регистрируется. На сегодняшний день у нас работает 13 бригад эпидемиологических, в которых работает 23 специалиста. Это 20 врачей и 3 медсестры. То есть необходимо, если человек почувствовал признаки ОРВИ, неважно температура или нет, есть или нет, необходимо вызвать врача на дом. Естественно, мы приедем, все анализы возьмем. Мы знаем, что по указу главы республики из резервного фонда главы во всех городских поликлиниках была открыта ПЦР-лаборатория. Мы производим забор анализов на ПЦР по показаниям, и, значит, пациент получает заключение день в день. Также при входе в поликлинику у нас установлен контроль температурного режима пациентов, которые заходят в поликлинику. При повышении температуры сразу направляется через отдельный вход в кабинет неотложной помощи, где также производится забор анализов в тот же день, и в тот же день заключения получает пациент через СМС-оповещение. То есть я прошу население не расслабляться с сегодняшнего дня. К сожалению, случаи ковида еще регистрируются. И также мы клинически отмечаем, что отяжеление пациентов уже идут через поликлинику, а через вызовы скорой помощи. Пациенты, люди у нас немножко расслабились, конечно, а некоторые уже не соблюдают масочный режим, но все равно ковид пока еще не отступил. Поэтому только вызов врача на дом. Спасибо, Алевтина Васильевна. Светлана Николаевна. Практически, я так думаю, что во всех лечебных учреждениях та же схема.
Но мы открыли в конце прошлого года центральную тоже систему по исследованию ковид-пациентов. Это у нас есть отдельное стоящее здание, через которое проходят наши пациенты. Ну, туда, конечно, подвозка идет именно санитарным транспортом, то есть транспортом нашего лечебного учреждения. Но на сегодняшний день мы отмечаем как бы очень сильное снижение заболеваемости. Если раньше в день выявляли по нашей больнице где-то 20, да, там 30 пациентов, то сегодня ежедневно выявление идет где-то около 4-5 пациентов. И, конечно, это очень сильно облегчило нашу работу. И поэтому мы, конечно, снизили количество ковидных бригад, как сказала Алевтина Васильевна, да, и с учетом этого количества, значит, и машины и так далее, вот такие внутренние работы. Но в то же время мы сегодня отмечаем рост заболеваемости ОРВИ среди детского населения, и поэтому мы, конечно, сегодня усиливаем именно работу в этом направлении. Вот правильно коллеги отметили, что не надо расслабляться, сегодня ковид все равно регистрируется, и настороженность населения в этом направлении она должна сохраняться до последнего случая. Спасибо. Да, ну а поскольку все сейчас отметили, что расслабляться рано, что пандемия все еще актуальна, да, все еще в силе, вот можно ли вообще исключить посещение больницы и получить консультацию онлайн? Какие-то специалисты ведут прием дистанционно? Вопрос ко всем гостям, Римма Николаевна, по очереди. Да, у нас работает приложение «Облачная поликлиника». Здесь специально есть врач, который занимается вопросами консультирования ковид. Значит, мы ее запустили в прошлом году, в июне. Это она у нас, облачная поликлиника у нас работает. И на сегодняшний день к нам поступает от 3 до 10 консультаций в день. Врач сидит, консультирует пациентов, да, а также дистанционно можно получить открытый листок недееспособности. И также во время консультации можно получить не только консультацию, но еще и врач, который консультирует, отправляет бригаду для забора анализов тому пациенту, который обращается через приложение «Облачная поликлиника». Спасибо. Спасибо, Алевтина Васильевна. Да, у нас облачная поликлиника также работает, как в всех медицинских организациях республики, но мы облачную поликлинику используем только при лечении пациентов с ковид легкой степени. Сейчас мы внедряем гибридную систему работы с пациентами, то есть онлайн и офлайн. И стараемся именно первый прием обязательно делать офлайн, то есть очный прием. При необходимости, конечно, мы используем облачную поликлинику, но я считаю, что на сегодняшний момент все-таки важным очень остается именно первый прием онлайн, то есть очный осмотр врача-пациентом для того, чтобы точно установить диагноз, в последующем уже можно будет и переходить на облачную поликлинику. Спасибо, Светлана Николаевна. Такие ресурсы, конечно, используются для того, чтобы ограничить контакт пациента и докторов. И вот эту облачную поликлинику мы на сегодняшний день максимально используем при диспансерном наблюдении наших пациентов, которые имеют сердечно-сосудистые заболевания, ОБЛ, да, заболевания органов дыхания. Но таким вниманием они уделяют. Такое внимание идет тогда, когда пациент уже принимает какие-то лекарственные препараты для контроля, значит, лечения, да. И вот этот ресурс, конечно, он сегодня намного облегчает работу участковой сети и также врачей-специалистов. Спасибо большое. Ну, спасибо большое. Понятно, что облачная поликлиника — это вот, как бы новый сервис, да, но бывает, что связаться с врачом невозможно через облачную поликлинику. Или до колл-центра не дозвониться сложнее, чем к нам в прямой эфир. Например, вчера вот 2 наших коллег реально столкнулись с подобными проблемами. Одна не могла долгое время дозвониться до медцентра Якутска, а другой очень долго ждал приема, который на определенное время назначили в облачной поликлинике, но он его ждал, и в итоге специалист вообще покинул чат. То есть куда в таком случае обращаться людям? То есть к вам звонить, главврачам, или как? Что делать, Римма Николаевна? Ну, в этом случае у нас есть горячая линия. На горячей линии постоянно сидит специалист. Можно позвонить на горячую линию и уточниться по времени приема. И также по горячей линии также можно записаться на прием к врачу, можно сделать вызов врача на
у нас работает, да? Потому что вот по поводу Донбасса, к сожалению, каждый понедельник у нас до обеда бывает пик звонков. До обеда к нам, допустим, вчера поступило 8 тысяч звонков. У нас работает 18 операторов, которые, к сожалению, да, действительно иногда не успевают обработать все поступившие звонки. Но этот пик, я еще раз говорю, бывает по понедельникам всегда. То есть советуем звонить понедельник не болеть. После обеда, по понедельникам не болеть, да. Алевтина Васильевна? У нас горячие линии, да, есть очень много телефонов на сайте, всех заведующих. Алевтина Васильевна? Угу. Конечно, такая проблема существует во всех медицинских организациях по пику звонков, и поэтому мы решили ее частично автоматизировать, этот рабочий процесс. В нашей поликлинике была разработана электронная медицинская программа, которую мы назвали ЭМП, от якутского слова лекарство, но и аббревиатура интернациональная, для того, чтобы как раз автоматизировать эти процессы. Это обработка звонков пациентов, передача именно врачу напрямую, который работает на этом адресе. В дальнейшем мы также планируем этот сервис развивать и планируем сделать чат-бот по телеграм-каналу, потому что, в принципе, задают одни и те же вопросы. Мы, значит, все это контролируем онлайн, все звонки прослушали. В основном бывают звонки, запись на прием к определенному врачу. Там врачи, естественно, иногда болеют, уходят в отпуск, и вот передача вот этих, значит, приемов тоже немножко затруднительна. И сейчас в связи с вакцинацией тоже у нас большое количество звонков, это по записи на вакцинацию. Но я считаю, что именно процесс автоматизации нашей работы должен снять вот это напряжение, и чтобы пациенты смогли получить медицинскую помощь своевременно. Спасибо. Вот Светлана как Николаевна, раз, как у да, вас? Алевтина Васильевна подняла вопрос про вакцинацию. Светлана Николаевна, вот по вакцинации к вам сейчас можно записаться? И в какое время вы ожидаете поступления вакцин, если нет? Ну, по поводу поступления вакцин, скорее всего, ответит Министерство здравоохранения, но сегодня идет запись, значит, через систему госуслуг, через ТМВИС, да, называется, и, в принципе, на ожидании стоят наши пациенты. Мы на сегодняшний день, наша больница привила порядка 6 тысяч пациентов, которые получили первую дозу вакцины, и более 3 тысяч пациентов, которые уже получили вторую дозу вакцины. Но я хотела бы еще вот отметить по первому вопросу, да, с учетом тех возникших ситуаций по ковиду, вот медицина, она намного шагнула вперед, используя дополнительные ресурсы, как бы обращения с пациентами, да, и вот, наверное, надо отметить и то, что вот сегодня мы намного усиливаем и работу колл-центров, и надо сказать, отметить, что мы недавно запустили проектную тоже работу, но это внутри нас идет, это мы запустили проект речевика, согласно которого, вот, в рамках которого этот проект идет совместно с РТК, то есть Ростелекомом, да, и мы принимаем звонки от пациентов в онлайн-режиме, и которые перерабатывается, вот голосовой звонок перерабатывается именно в цифровые через наших администраторов, которые находятся... Спасибо, Светлана Николаевна. Спасибо, Светлана Николаевна. Остается совсем мало времени. Я все-таки хочу еще успеть спросить Риму Николаевну и Алевтину Васильевну насчет вакцинации. Принимаете вы всех или только по месту жительства к вам можно записаться? На вакцинацию, Рима Николаевна. Конечно, необходимо записаться к территориальной поликлинике. Алевтина. По месту жительства. Да, по месту жительства. По месту жительства необходимо записаться, потому что запись идет через госуслуги. Потом мы заносим все данные в портал госуслуг, и человек в любое время может вытащить информацию именно какой вакцины со штрих-кодом определенным получил вакцинацию. Поэтому для того, чтобы наша программа была интегрирована через программу госуслуг, необходимо пациенту записываться именно через свою территориальную поликлинику. По месту жительства или по прописке? Вот если место жительства с пропиской не совпадает. Рима Николаевна. Желательно по прописке. По прописке. По месту прикрепления лучше. Да. Ну вот я прописана, например, к первой поликлинике, а приписано по месту жительства вот как раз к третьей. Все, идешь по месту прикрепления. Куда иду? В третью или в первую по прописке? Куда тебя прикрепили, туда и пойдешь. Ну что ж. Идете в поликлинику. Спасибо. Спасибо По месту большое. прикрепления. Вот, я со Светланой Николаевной согласен.
Спасибо нашим гостям за то, что вы дали подробные разъяснения по тем вопросам, которые поднимали в том числе наши зрители. Я тут тоже, как медицинский работник, призываю всем уделять внимание вашему здоровью. Особенно это актуально в год здоровья, который объявил глава нашей республики Александр Сергеевич Николаев. Огромное количество мероприятий планируется проводить. Участвуйте, и все будет у вас хорошо. На этом сегодняшний выпуск программы «Якутия Лайв» завершается. Я, Ирина Ефимова и Иван Луцкан с вами прощаемся. Но мы с вами увидимся завтра на телеканале «Якутия-24», как всегда, в 19:15. До встречи в эфире.